отличник культуры республики и художник по костюмам таких фильмов, как «Журавли над именем», «Снайпер Саха», «Тыгын Дархан», «Не хороните меня без Ивана». Сегодня она вам расскажет эту историю, кинообраз героя. Спасибо. Добрый день. Очень рада видеть много молодых лиц. Буду, наверное, немножко тезисно говорить, да? Наверное, будет потом хорошо, если вы будете спрашивать, а я буду отвечать. Юлия меня представила, сказала, что да, я работаю в театре, и по контракту, скажем так, да, когда приглашают, я работаю в кино. На самом деле это очень разные вещи, да? Театр, спектакль и кино. Каждый существует по своим очень строгим определенным законам. Коробка сцены – это одно, а то, что мы потом видим на экране, да, через камеру, это абсолютно другие требования к костюму, над которым вот я работаю, да, например. Вы прекрасно знаете, что вот кино – это такое искусство синтетическое. Это работа большого количества людей. Первоначально, конечно, сценарий, режиссер, оператор, художник-постановщик, оператор по монтажу, художник по костюму. Это вот именно когда сложится все абсолютно, начиная вот с первого, самого начала сценария, то действительно может получиться вот какая-то магия потом на экране. Конечно же, в первую очередь вот, важны декорации, да, когда мы говорим о художественном фильме. И вместе с художником-постановщиком я, как художник по костюмам, должна выверить, найти и сделать все правильно, чтобы это все было, как бы это сказать-то правильно. А как бы вы сказали? Да, правильно, чтобы это было очень гармонично, соразмеренно. И самое главное, я считаю, это создать вот атмосферу, сам воздух. Это на самом деле очень неуловимое. Все начинается, вот когда особенно исторические фильмы, это работа над материалами, над теми, какие сохранились, что может помочь. Очень много приходится просматривать фотографии. Хорошо, если они есть вот именно того времени. Ну, немножко я начну сразу уже показывать, да. Фильм «Журавли над именем», режиссер Никита Аршаков, 2005 года. Это военные годы. Это война, это переселение огромного количества людей в совершенно другие условия. И здесь вот наша героиня, молоденькая девушка с матерью, с людьми, жившими в своей родной деревне, их вывезли на север. И вот они попадают в совершенно другие условия. Видите, вот очень много женщин, стариков и вот этих детей, которые помогали, они ловили рыбу. И тут в этот момент почему-то я стою отдельно, а оператор Кешамусов, он говорит, нет, ремешок был повязан по-другому. Я говорю, а как? Поэтому очень важно, чтобы фиксировать постоянно, мы должны были носить с собой камеры свои, фотоаппараты. Но сейчас проще, конечно, ты снял на телефон, и ты всегда, у тебя все под рукой. Здесь вот тоже надо было посмотреть, что, как, вот эти вот формы все знаки отличия. Хорошо, если есть консультант, четкий, ясный, но очень часто приходится работать самому. Это очень такие тяжелые сцены, конечно, были, они снимались под Покровском, над рекой, тут были выстроены декорации, дома, делалась деревня. И вот эта сцена, значит, казни, было несколько дублей, это было, конечно, очень-очень тяжело, потому что холодный ветер, и люди, ну, здесь вот просто жалко, что, видите, да, все это сделано, это построена декорация. Здорово? Хорошая работа постановщика.
Вот. И этот же фильм, это вот летнее время, это проводы на войну, но перед тем, как идти на войну, герой женится на любимой своей девушке, и буквально на следующий день его провожают в армию, в Красную армию. И там был показан обряд, именно вот как молодую невесту вводили в дом. Это было очень, ну, с одной стороны, и познавательно, и интересно многим. Стояла очень сильная жара, 35-37 градусов жары. И вот герои прощаются. Потом вот их провожают. И видите, это нужно было воссоздать довоенное и военное время. Да? Одежда, ткани, материалы. Это все были натуральные, настоящие. И вот в цветовой гамме мы должны были посмотреть и выбрать, чтобы это все было правильно. Так. Ой, а это уже следующий фильм. Это «Дивная пора», режиссер Никита Ржаков. История совсем юных тоже людей, старшеклассников. Это выпускники школы. Повесть написал Далан, он был историком, он был учителем, педагогом прекрасным. И создал очень интересный такой, рассказал о своих учениках. И вот эти прототипы, прообразы, мы их потом узнавали. Совершенно приходили взрослые люди и благодарили, сказали, это да, действительно, это мы. Вот, мы показали выпускной, как там было все описано. Видите, вот звуковик у нас стоит, потом мы еще... Вот, это 70-е годы. Опять же, нужно смотреть много фотографий. Хорошо, что в это время уже были они и самих выпускников, и других. Очень много я посмотрела. И... Видите, вот и эти наши актеры, они сами тоже были студентами в это время, совсем молоденькие. Вот, старая школьная форма. Может, вы будете смотреть, узнавать, да? Вот. Так, и съемочную группу даже видно немножко, да. Вот с краю справа это наш актер Аял Амосов. Он играл вот педагога, прототип Далана, историка, учителя, педагога. Вот. Плакат нарисован, воссоздан так, как он и был. Вот, нашли старую школу, возле которой вот, ребят снимали. И жители вот маленького поселка, где шли вот эти съемки, они снимались, все с радостью приходили. Кто-то в своем приходил, кому-то мы меняли что-то. Мне для этого фильма, когда я бросила клич, многие стали приносить какие-то свои старые вещи. Они говорят, это не очень памятно для нас. И вот моя троюродная сестра, она мне прям подарила целый чемодан, который тоже был использован в фильме как реквизит, со старыми своими вещами. Именно тех лет, 70-х. Костюмы свои и мужа. Так что, и она потом, после просмотра фильма, она очень удивилась, и у нее прямо слезы навернулись, потому что она увидела все свои вещи, видимо, нахлынули еще воспоминания, да, потому что она вот в юности, в молодости носила, и не она, а вот ее избранник тоже, они носили вот эти все брюки клеш, вот такие яркие рубашки. Вот. И следующий фильм, он тоже связан с военной тематикой. Это фильм «Снайпер Саха», режиссер Никита Ржаков. Здесь уже костюмер сахафильма Татьяна ушла, да? Вот мы с ней начинали вместе. Большое количество военной формы с обеих сторон, да? И советской, и германской отшивалась.
И нужно было офактурить. Они были все новенькие. И Татьяна просто смело взялась. Одна практически, она вот эти 50, 60, 70 комплектов обмундирования, она их фактурила. Вот, все должно было быть, иметь, да, немножко ношенный вид, потому что совершенно новенькое, это слишком режет глаз. Вот. Было даже такое. Герою наш парень бутафор, реквизитор, на ходу помогал, даже делал стрижку. Все вот мастера на все руки, абсолютно. Взаимозаменяемость и взаимопомощь – это, наверное, одно из главных требований, что ли, на съемочной площадке. Умение быстро помочь, подхватить, не только вот свое, да, делать. Наверное, вот этим мы сильны, с одной стороны. Вот. Там ходит человек-дым-машина, как мы называем, зажег шашку, потому что не всегда есть столько тумана, сколько нам нужно. И вот видите, это все слилось потом с туманом, и у нас был вот такой вот госпиталь. Это военные палатки, настоящие. Вот хочу сказать, что 2 мы сами сделали, шили по тем размерам, те, которые должны были гореть. Вот наши герои, они тоже прониклись. Это они не только в этом полном обмундировании, они в кирзовых сапогах, в каске, с оружием в руках, по много дублей, в жару. Они выдержали все. Вот они. И наш герой. Так, ну вот, те, с которыми мы боролись. Кто-то из ребят, когда их отбирали, вы будете носить форму фашистов, кто-то прямо вот вставал в позу и говорил: нет, мой дед воевал с ними, я это носить не буду. Я не буду играть фашиста. Даже такое было. А кто-то соглашался все-таки, да, раз выбрали. И вот они полностью одевали, говорят, как они так ходили-то? Потому что у них форма из тонкого-тонкого сукна, ну, шерстяной ткани. И в жару это, конечно, тяжеловато тоже. Это наши герои. Да. И нужно несколько... Одной рубашки нам будет мало, да, например. Если что-то случится, то будет непоправимо. Поэтому одинаковые нужно. Те же халаты девочки, скажем, на ее размер должно быть несколько. Вот еще один наш герой. И там видите, он не в сапогах, да, кирзовых, а в якутских из сыромятной кожи. Оказывается, вот по сценарию Неймухова, там этот герой описывается, поскольку он был очень хороший боец, он был прекрасный разведчик, и он вытребовал себе такое, он попросил, что можно я буду ходить, именно когда вот какие-то такие тяжелые моменты, не в сапогах форменных, да, а буду вот в своих торбазах. И несмотря ни на что, хотя это абсолютно не по уставу, ему разрешили. И вот он после боя в этих своих сапогах, торбазах, простите, смешных. Вот это наш герой. Так. Вот. Здесь вот тоже форма. Но на самом деле это наши враги. Они одели форму Красной Армии, они проехали, прошли, и, ну, это диверсанты. Актер русской драмы. Влад запамятовала фамилию.
Так, и такой мы образ создавали вот в завоеванной деревне. Вот этот Фриц, его и звали по сценарию Фриц. Вот все возили с собой. Вот есть коллекционеры, с которыми мы, наверное, теперь многие знают, которые помогают. Видите, мы смогли одолжить у них раритетные вещи, настоящие, тех времен. Так, это тот же Фриц, который выглядывает из окна. Видите, дом старый. Это в Кильдямцах. Очень мало таких вот купеческих старых настоящих домов осталось. И в фильме у нас играл наш, сейчас его уже нет в живых, конечно, но это потрясающий актер театра и кино Спартак Петрович Федотов. Совершенно замечательный. Ему здесь уже 80 с лишним. Он с трудом ходил, но это просто фанат своего дела. Он согласился сниматься, и, честно говоря, многие боялись, потому что, очень пожилой человек. Он, болел в то время, еле ходит, но он на площадке просто преображался. Он выдержал все. И видите, вот это уже советские времена, это, получается, 80-е, да? И вот нужно было его, соответственно, одеть. Все нашлось, и он с удовольствием, он актер. Вот на все 100, даже на 200, наверное, процентов. И все, что нужно было, он делал, он надевал все, что мы ему давали. Вот. Здесь вот тоже это уже в павильоне мальчик-радист с героем нашим. Видите, да, там все, и вот эта вся аппаратура, она тоже подлинная, она практически, наверное, в рабочем состоянии. И наш любимый светильник, те, которые делали действительно из гильз, видите, да, на столе стоит. И вот хочу показать вот этого пацана, это герой. Вы же помните, да, все читали, наверное, и по хронике военной, знаете, что последние военные годы там набирали уже вот таких вот подростков. И вот этот мальчишка, который чудом остался жив, благодаря тому, что наш снайпер, он не застрелил его. И он знает это, помнит, и потом случайно находит вот этого человека, который спас ему жизнь. Вот очень такой. Видите, здесь плохо видно надпись, да, там на немецком надпись была. Так. И вот наш Спартак Федотов тоже. Представляете, он сам сел в эту маленькую утлую лодочку, сам проплыл, но потом мы уже испугались, мало ли что, и следующие дубли уже одели другого человека, у нас исполнял дублер. Вот. И еще один фильм, это тоже военная такая тематика, «Государственная нить» называется. Рабочее название было «Дети войны». Так. Это тоже старое здание школы, дети. Это практически, дети детдомовские, потому что у многих нет родителей, у кого-то отцы воюют на войне. Простите. И вот наш герой, мальчишка. И я для них придумала, такой вот нашла ткань серую, и мы пошили девочкам, мальчикам такие одинаковые практически рубашки. Их педагог, учительница, Аня Флегунтова, актриса наша. И видите, вот любая деталь, даже вот этот стул старый, он сразу дает все равно настрой, да, настроение. Мы видим то время. Вот, очень хороший такой вот был здесь момент. Мне нравится. Это вот настоящие парты, старые. Это даже не советских времен, этой школе 100 с лишним лет, и это здание стоит до сих пор. Конечно, там никто не учится,
Ну, просто это здание сохранили и иногда разрешают. И вот наша девочка-героиня, маленькая, вот 9 лет, и она просто все тоже выдержала. С ней ездила бабушка, она ей заплетала волосы, как мы просили, 2 косички, и всем остальным тоже. Вот 2 героя наших, замечательные совершенно детишки. Вот она, девочка наша. Вот она в шапочке капоре. Это было, ну, и до войны, и в военное время, и в послевоенное носили такие шапочки. Вот. И любимый платок, да, пуховый. Вот она. И в фильме она снималась со своей любимой игрушкой. Эту игрушку нам просто, я поражаюсь тоже, это плюшевая игрушка, старая, старая, старая. И ее одолжили нам, выдали из музея, доверили. Это бывает крайне редко. Вот наша детвора сидит. Во время съемок они просто, чтобы на снегу не стоять, вот они взобрались. Вот эта сцена, они помогают всем остальным, значит, они рубят вот эти вот камыши, чтобы накормить скот. Вот такая вот замечательная девчоночка и парнишка. Видите, да, вот эти старые вещи настоящие, вот, например, телогрейка, они очень-очень правильно, хорошо смотрятся, правда же? Чем он стоял бы в чем-то таком новеньком, чистеньком. Вот. И вот эта вот наша девчонка, она долго привыкала ходить на, ну, в валенках, потому что валенки, они же какие? Они круглые, да, внизу подошва. Даже когда чуть-чуть стоптанные, все равно нам очень-очень непривычно вообще вот многие вещи надевать тех времен. Поначалу падала. Вот, и вот один из кадров. Мама и девочки играла. Ой, это Катерина сидит. Вот это съемки в павильоне. Люба помнит, Люба там даже помогала там. Вот. И немножко хочу показать наш фильм «Не хороните меня без Ивана», режиссер в зале, Любовь Борисова. Вот. Вот такие вот просто общие я покажу. Это вот начало 20 века, да. Мы перелопатили, просмотрели много-много фотографий. Ага. Вот. Наши любимые все сидят. Да возле церкви они сидят. А это в самой церкви. Ребятишки. Ну, они, хотя это вот начало 20 века, они дети состоятельного человека. Отец ездит в разные большие города. Может быть, даже он куда-то за границу выезжал, или либо выписал. И дети в таких вот матросочках. Вот наши герои стоят. И вообще замечательная девочка-героиня. Угу. Это практически наш герой, да? Повозка. Вот. Чуть-чуть. Режиссер, видимо, советует, поправляет что-то, говорит. Вот. Тут немножко вот подбор. И наш герой. Еще снимки, оживление снимков. Вот. В такой вот я пыталась найти цвета, да, тканей и саму фактуру тканей, которые были тогда. Это шерсть, это хлопчатобумажные ткани, это шелка разные. И вот пацаны, вот, на фотографиях они очень похожие есть. Они вроде маленькие-маленькие, они как все-таки, ну вот мужчина с покрытой головой. Мы им всем пошили, сделали, зафактурили потом картузики. Вот. И вот такой вот снимок есть. Ну почему-то вот я не смогла найти быстро нашего героя в таком полном одеянии Ивана Васильевича Попова, потому что он был очень такой, человек, конечно, образованный, человек с большим вкусом, модный, скажем так,
Он учился в Академии художеств в Санкт-Петербурге, работал, сотрудничал с Российским географическим обществом, списывался со многими учеными, со многими музеями. И я для него придумала, и режиссер согласилась, что он должен быть, да, в таком стильный, модный, в таком светлом костюме. Вот. Если есть какие-то вопросы, может, я буду отвечу. Ага. У меня вот какой вопрос. А сколько даются бюджет на одежду и самый дорогой заказ одежды на вашу память? На вашей памяти? Обычно бюджет бывает очень-очень небольшой, прямо скажем. Сложно вот так вот сразу в цифрах сказать, потому что с этим работают, конечно, команда бухгалтеров, да, финансистов. Но мне, например, больше, как бы это сказать-то, цифры, короче, у художника в голове не особо держатся, хочу я вам сказать. Но самый, конечно, большой по сравнению со всеми бюджет был, конечно, на фильме «Тагын-Дархан», потому что это исторический большой фильм. И то, когда вот озвучивают вот эти большие цифры, в других местах они просто качают головой, они не верят. Для них это нереально маленькая сумма для такой картины. Они просто поражаются. Еще вопрос? Вот когда вы подбираете костюмы, вы задумываете характер героя раскрыть через костюм, как-то через цвета передать это, и про взаимодействие вашего цеха, костюмов и оператора. Дает ли вам он какие-то задачи, сказать, вот у этого должны быть вот такие костюмы, вот такие цвета? Ага. Хорошо, спасибо. Да, конечно же, потому что, еще раз говорю, что это очень большая такая совместная работа, потому что обязательно мы советуемся, мы показываем все, и ту же цветовую гамму, да, например, что должно быть, как должно быть, с режиссером, с оператором, и потом уже на съемочной площадке еще могут быть даже какие-то там изменения по ходу работы вообще. И цветовую гамму, конечно же, мы обязательно с художником-постановщиком тоже обсуждаем. От этого очень многое зависит. Именно раскрыть полностью характер героя, да, создать ту атмосферу. Для этого, совместная работа, конечно, она помогает. И очень важно работать не только вот этой вот большой командой, да, на съемочной площадке, это одно. А тут у нас сложность в том, что обычно в очень короткий срок подготовительного этапа, да, нужно создать, подобрать костюмы, обувь, головные уборы, массу всего, что нам нужно будет, да, и работать с мастерами, находить людей, которые могут это быстро сделать и именно сделать так, как это нужно. Здравствуйте. Я хотела спросить, где вы учились и на кого, и как вы пришли в сферу кино? Спасибо. Я училась в Московском текстильном институте имени Косыгина. Был такой институт, он сейчас переименован в Российскую текстильную академию или университет. Как-то он так вот менялся. Вот там у нас был факультет прикладного искусства, он называется, кафедра конструирования и художественного оформления. Художник-модельер. Вот. Я работала в детском театре, в академическом театре, вот работаю сейчас, сотрудничаю. Когда художник, с одной стороны, имеет такую благодарную, да, профессию, нас могут приглашать. Меня могут пригласить, например, в другой театр. Я с удовольствием по контракту с ними
поработаю. И вот так вот постепенно совершенно очень неожиданно. Я просто хочу тогда вспомнить, раз спросили, это было много лет назад, был такой вот звонок, вдруг мне предлагают встретить художника по костюмам и вообще съемочную группу и помочь, проконсультировать именно по костюмам, потому что одно дело, когда человек приезжает, он не полностью в эту тему погружен, да, немножко, может быть, поверхностно, какие-то нюансы, чтобы можно было подсказать, что можно, что нужно, как это было, и кого-то с кем-то, может быть, да, просто вот познакомить. Вот. Я считаю, что это просто очень судьбоносное для меня было вот такое судьбоносная, скажем, встреча, потому что это была группа Алексея Балабанова. Он сам приехал со своим директором, оператором отбирать актеров для фильма «Река». Они ездили, выбирали здесь места, им очень понравилось, но они сказали: ребята, мы просто не сможем физически. Вы представляете, это 20-30 лет назад это были, какие у нас были дороги, да, они сказали: мы не сможем аппаратуру привезти и возить ее по таким дорогам. И они потом нашли место под Архангельском, в Кандалакше, и вот Спартак Петрович, да, которого я показывала снимки, и он выезжал, его тоже, конечно, взяли с удовольствием, и он играл в этом фильме. Вот как-то так. И я помогла художнику Наде Васильевой по старинным якутским костюмам. И так вот получилось, что мы дружим до сих пор. Здравствуйте. Мой вопрос вытекает из вопроса молодого человека. Бывали ли случаи, когда ваш взгляд на костюм не сходится со взглядом режиссера? И вот в таком случае, кто идет на уступки и как из этой ситуации выпутываться? И возможно ли у вас были такие случаи, когда костюм не подходил по размеру, там актер, может, заболел, его подменили? Вот в таких случаях. Хорошо. Так, подменили. Разное бывает, да. Бывает так, что уже был утвержден человек, мы на него уже пошили костюм, возможно, даже и не один, и вдруг оказывается так, что резко все меняется, и совершенно будет другой актер, который других габаритов. Приходилось и так просто в срочном порядке. Там даже возможности не было переделать, потому что это вещи были сшиты вручную из кожи с отделкой, и поэтому пришлось, скажем, полностью сшить другие. Именно на этого человека, на этого актера. Да, но так, чтобы совсем вразрез что-то, такого, конечно, не было, потому что я соглашаюсь работать, когда какие-то у нас есть точки соприкосновения, да, когда есть взаимопонимание, когда мы работаем, идем в одном русле. Поэтому таких резких, чтобы непринятия, такого нет. И когда советуемся, если нужно что-то поменять, мы всегда можем это сделать, но чтобы такого нет, так не годится, такого нет, конечно. Еще вопросы? Дарья Петровна, расскажите присутствующим про фактурирование, как состаривать ткань, такие хитрости. И в зимнее время, как защищать обувь, да, сыромятную и так далее. Хорошо. Сейчас очень много разных средств, да, например, вы же знаете, покупаете там, например, спреи от влаги, да, защищать обувь, например, сумочки, обувь,
там написано из нумбука, кожи, замши. Ну вот это вот все надо очень внимательно читать и все это правильно использовать, конечно. Потому что если мы делаем вот эти вещи из кожи и тем замши, на снегу, под дождем должна быть большая защита. У нас этих флаконов было использовано очень много. Вот. И я хочу подчеркнуть, сказать, что это не только вот эти вот большие костюмы, да, ну, те, которые вы видите. Художник по костюмам, он должен успеть продумать, если это снимается зимой, актер не должен замерзнуть, конечно же. Поэтому в списке стоит и термобелье может стоять, теплые стельки, какие-то вот эти утепляющие вещи, это все должно быть продумано заранее, потому что, ну, актеру должно быть удобно, ему должно быть комфортно, ему должно быть хорошо, да, потому что он на площадке будет и день, и ночь. Вот. Но они, конечно, люди такой хорошие закалки, но все равно мы их должны беречь. Вот. А по поводу зафактуривания, конечно же, самое простое, это вот мы, те же гимнастерки, начинали с отбеливателями, просто на большой этой стиральной машине простирывать много-много-много раз. Но наши ткани очень хорошо прокрашены, они сделаны очень качественно. Это было очень сложно именно для гимнастерок, для галифе добиться того, чтобы был вид уже поношенности. Но через много лет, через 20 с лишним, конечно, они сейчас уже такого вида, но там-то надо было за несколько дней добиться этого. Вот. Очень много, ну, краски акриловые, они очень хороши, потому что они, ну, водой могут не смываться, да, более водостойкие. Их можно использовать. Вот. Ну, а так, конечно, вот надо конкретно для каждого случая подбирать, чтобы это не было вида загрязненности, да, скажем, а именно вот когда мы делаем поношенность. Это совсем другое. Это вот надо прямо каждую ткань. Вот я прямо, например, хочу показать тут вот такие вот, например, это образцы тканей, но это вот, скажем, магазин, или это делает вот такие. Цвета очень хорошие, но там диагональное переплетение, и вот эта вот рябь, она мало куда вот пойдет. Цвета хорошие, но немножко не подходит, да, скажу. А я вот подбираю уже другие. Угу. Здесь вот отделка. Угу. Можно вот так вот, да, конечно же. Не-не-не. Вот эти только. Вот. А это вот просто в такой вот гамме, то, что вот может подойти, то, что мы сможем сверху поработать, зафактурить, потому что краска должна ложиться. А вот эта вот рябенькая, она, конечно, хороша, но операторам она совсем не понравится. Это точно. И очень хорошо, что они вот могут сказать всегда, что нужно дополнительно. Потому что никакой блеск, никакая вот эта вот мелкая рябь, она, конечно, будет только мешать им. Так. Еще есть у кого-нибудь вопрос? Мне вот интересно, например, откуда надо покупали там материалы, материалы, где можно купить, если нет такого где-то в магазинах местных и вот. Ну, сейчас, конечно, как бы с одной стороны очень большой выбор тканей, да, но когда дело идет об историческом фильме, да, о костюмах, вот, где похожи на старинные ткани, конечно, бывает сложно. Но надо много ходить, много смотреть. Можно найти все-таки в магазинах. Но я вот когда бываю в разных поездках, даже в отпуске,
Ну, я вот и всякие рыночки могу ходить, смотреть, потому что сейчас вот как блошиный рынок, да, везде вот бывает, что даже старые вещи вот продают. Вот бывает, что настоящие, даже форменные, ну, старые совсем. Те же плащ-палатки, например, можно же купить? Можно купить. А потому что такой вот ткани уже нет, чтобы сделать. Ну, можно найти. Главное искать, главное смотреть. И я хочу сказать, что вот как начитанность, да, так и насмотренность очень важна для художника. Надо много-много смотреть каждый раз. Вот, много читать, много смотреть, много изучать, не уставать от этого, потому что на самом деле это очень интересно. Вот я рада, я сейчас была в небольшой такой поездке, буквально несколько дней отгула, и я попала на 2 лекции по, казалось бы, абсолютно в ближайшем будущем для меня как бы ничего такого для применения как бы нет, потому что это были лекции по историческому белью. Старинные корсеты. Мне это очень интересно. Да. В Москве идет сейчас потрясающая выставка от ампира до модерна. Это костюмы, нижнее белье, веера, детские игрушки, обувь из частных коллекций. Просто потрясающие. Так. Ага. Еще кто-нибудь? Есть вопросы в зале? Нет? Все? Ну, у нас время подошло. Большое спасибо всем за участие. Большое спасибо, Дарья. Спасибо. Так, сейчас у нас перерыв, и потом будет следующий мастер-класс через час.